если мужчина не спортсмен, он предпочитает более круглые формы. Ну, чуть порыхлее. Да, скажем так. чтобы пощупать можно было. Да. Мышечная масса, если ее не поддерживать, она очень быстро уходит. Это получать от этого больше, удовольствие. наверное, спорт фанатика. Мне это дает чувство внутреннего удовлетворения огромного, наверное, и счастья. Мы постоянно получаем, помимо того, что мы качаемся, мы получаем огромный объем информации. Дарья Лазарук. Работает детским стоматологом, но имеет интересное хобби. Вот уже 11 лет она профессионально занимается бодибилдингом. Дарья родилась в городе Ачинске Красноярского края. В Якутск приехала в 2002 году для обучения в мединституте ЯГУ. С тех пор жизнь нашей гости связана с Якутией. Здесь же растут 3 ее детей. Дарья, бодибилдинг. С чего все началось? Вообще, вот мне интересно. Как я туда пришла? Да, как пришла. Это было давно. Это было давно, это было, ну вообще в спортзал, конкретно в тренажерный с железом, я пришла в 2014 году, не поверите. Я сына родила, первого своего ребенка, и у меня начались огромные проблемы со спиной. Я сначала обратилась в кинезис для того, чтобы привести в порядок, да, сбалансировать мышцы, и они меня отправили самостоятельно уже поддерживать в зал. Я пришла, и, получается, в 2015 году как раз планировались первые соревнования, да, у нас в Якутии по бодибилдингу. И все, я поняла, что я попала в свой мир. Понравилось? Чем понравилось? Это, я могу сказать, что это мой дом. Это безумная энергетика. То есть вот когда ты столько лет в спорте, столько лет может над собой работать человек, который это безумно любит. То есть я испытываю удовольствие, работая, да, со своим телом, работая с железом. Я себя там ни в коем случае не насилую. А вообще сами соревнования, помимо подготовки в зале, помимо выхода на сцену, это еще вот как мы, допустим, сейчас планируем, да, лететь на чемпионат Дальнего Востока. Это как пионерский лагерь для взрослых. То есть ты же организуешься, да, эту всю поездку, ты там заселяешься, ты в своей атмосфере, вы там все вместе кушаете, идете Люди на со регистрацию. схожими ценностями. Да, схожие ценности, схожие взгляды, сила характера, все-таки еще сила духа, потому что далеко не каждый человек вообще выдержит именно подготовку, да, к соревнованиям, начиная от того, что сами тренировки по количеству, по интенсивности, они отличаются, да, от того, как человек приходит просто для поддержания формы и своего здоровья, и питания. Особенно последние месяцы, потому что, в народе это называется сушка, мы говорим на дефиците калорий, потому что там действительно дефицит калорий идет, там фактически в конце остается просто считанное количество, там 4-5 продуктов. То есть это как работает? Это работает так, чтобы все мышцы были видны? Да, то есть задача какая на сушке? Это максимально сохранить мышечную массу, чтобы мышцы были прорисованы, и минимальный процент жира. И в конце еще обезвоживание, чтобы более четкое деление было и прочее. Ой, как интересно. Я видела в соцсетях у вас фотографию как раз вот перед, по-моему, соревнованиями или после соревнований сразу. И такая подпись была. Я знаю, для кого-то это некрасиво, Да. для меня красиво. Была такая фотография, потому что не все любят спортивное тело. Но это определенная эстетика. Это своя эстетика, и эстетика именно вот тела, как выглядит перед тем, как ты выходишь на сцену, да, или сразу после. Многих людей, на самом деле, если они в жизни это увидят, это испугает. Потому что, по тебе идут вены, да, по всему телу. Очень много потому вен. что кожа, фактически, она к мышцам, присохшая, мало воды в организме, лицо выглядит не самым лучшим образом, потому что, западают щеки, проваливаются, жирового, прослойки нету. Вот, поэтому, да, это не для всех, и особенно мужчины, они хотят покормить, откормить. Потому что все-таки, если мужчина не спортсмен, он предпочитает более круглые формы. Чуть порыхлее. Да, скажем так. чтобы пощупать можно было. Да. Распространенное мнение, что бодибилдинг
чисто эстетически, чисто визуально не соотносится с женственностью. Как будто бы даже противопоставление. Многие говорят, женщина не должна быть такой накачанной. Ну да, такое мнение имеет место быть, но как бы я считаю, все еще зависит, наверное, от категории, да, в которой выступает спортсменка. То есть у нас в спорте есть разные категории. Если по-простому, да, допустим, есть фит-модель. Это фактически как мисс Россия, да, только с минимальным набором мышц. Есть категория эстетический фитнес, в которой выступаю я. То есть это умеренная мышечная масса, пропорции, песочные часы, да, фигура должна быть. И в жизни, особенно если это не период, когда ты на сушке, это выглядит просто как красивое спортивное тело, со сглаженными рельефами и прочее. Если уже брать более тяжелые категории, есть категория боди-фитнес, это треугольник, да, большие плечи по мужскому типу. Есть категория wellness-фитнес, это очень развитые бедра, ягодицы. И категория конкретно уже бодибилдинг, когда это уже огромные мышечные объемы у женщины, как у мужчины. Там, частично, да, я могу согласиться, что если это уже серьезный спорт, да, когда человек выступает на крупных чемпионатах, не совсем это женственно, но опять же нужно понимать, что это временное явление. То есть мышечная масса, если ее не поддерживать, она очень быстро уходит. Да. И когда мне говорят, как вы любите, Дарья Николаевна, у меня девчонки на работе говорят: Дарья Николаевна, мы хотим такую же фигуру. Я говорю: девочки, а вы готовы, говорю, пахать над этим фактически каждый день, постоянно, да, придерживаться? Все равно в основе, даже в межсезон, 80% это правильное питание. В нашем регионе это же сложно, правильное питание, или нет? Кстати, Якутия это качественный белок. То есть, да, у нас здесь, очень качественный белок мы можем покупать, получать, добывать. Это основа, да, именно для мышечной массы. Это белок, гречка, рис, макароны твердых сортов. Это как основа. Тоже, я думаю, не так сложно. Здесь большие проблемы с зеленью, с клетчаткой, с витаминами. Вот это да, и на это уходят немаленькие деньги. Средства. То есть вообще-то такое дорогое хобби. Очень дорогое хобби и вообще не окупаемое. Никак, ничем, кроме собственных эмоций и того, что ты видишь в зеркале. То есть можно премиальные автомобили коллекционировать, можно тело строить. Это больше, наверное, спорт фанатиков. Мне это дает чувство внутреннего удовлетворения огромного, наверное, и счастья. Я счастлива в зале, работая над собой. Это имеет и объяснение научное, это вырабатывается эндорфин, серотонин, да, гормоны радости. Мне это дает ту физическую форму, которую я хочу видеть и которая, скажем, меня отличает от 90%. Да, процентов населения женского. Что еще? Это дает на самом деле еще один миф, когда говорят качки тупые. Это дает огромное море информации и умственную деятельность. Почему? Потому что, чтобы этой формы добиться, нужно столько знать. Нужно знать биохимию, да, нужно знать основы питания, нужно знать нутрициологию, да, то есть все витамины, БАДы и прочее. Вообще, в принципе, как работает организм. Физику нужно знать, потому что это механика, да, выполнения упражнений. Анатомия, физиология. Анатомия, физиология и прочее. И те, кто в этом добиваются результатов, там на самом деле потрясающие. Багаж знаний у людей. Мы постоянно получаем, помимо того, что мы качаемся, мы получаем огромный объем информации, мы проходим различные вебинары, да, мы учимся у тренеров, мы учимся еще, есть такое, как позирование, да, презентация себя. Это тоже уже не фотопозирование, это позирование на сцене. А позинг, по-моему. Да, это называется позинг, то есть мы должны свое тело представить определенным образом, в определенных
позах, определенном и все это ракурсе. должно выглядеть красиво. А сейчас это вышло уже ну, на такой уровень. То есть 10 лет назад это не было. А уровень с каждым годом подготовки, скажем, презентации себя растет. Ну, я так понимаю, что там даже купальники должны быть определенные какие-то. Есть пошитые в определенные определенном стандарты, месте. да, для купальников, то есть вплоть до того, какой процент ягодиц они Должны должны быть закрывать. А. Да, то есть, допустим, вот в моей категории трусы должны 1/3 ягодиц закрывать. Если они меньше, тебя не допустят к соревнованиям вообще. А если больше? А если больше, можно, но ну, как бы Ну, это уже никто будет ничего не увидит, да. выглядеть, да, уже не так, скажем, презентабельно, как с 1/3. Интересно. А если мы заговорили про мифы, то один из таких самых распространенных, и как будто бы он такой очень правдивый на самом деле, по поводу гормонов. По поводу гормонов, по поводу каких-то пищевых добавок, которые очень сильно влияют на организм, именно в плане... Ну, что без них нельзя, да, построить свою Ну, как будто форму. они все, как будто бы все спортсмены сидят на каких-то гормональных препаратах, да, и без этого нельзя построить форму, и это очень вредит здоровью. Ну, по порядку. Есть разница между фармакологией, да, и БАДами. БАДы — это обычные витамины, Пищевые добавки. такие даже, ну, тот же самый белок, аминокислоты и прочее. Их употребляют все спортсмены, однозначно, потому что когда у тебя ограниченное питание и дефициты, ты без пищевых добавок и БАДов обойтись не можешь. Ну, допустим, белок, аминокислоты употребляют не все. Почему? Потому что если ты это все получаешь из пищи, а у нас это все просчитано и прочее, никакого смысла тратить деньги на данную продукцию нет. Например, я вообще это не употребляю. Когда-то, когда начинала, было мало знаний, употребляла. На данный момент нет, я кушать люблю. Я достаточно много ем. Да, так по вам не скажешь. Нет, я очень, ну, немало ем, и я не та девочка, которая листик салата будет достаточно. Витамины, соответственно, но это все идет через эндокринологов. То есть это обычные, да, витамины, которые мы принимаем. Я, например, вот на этой подготовке делала капельницы железа, потому что была железодефицитная анемия, восполняла. Вот. По поводу именно гормональных препаратов, безусловно, есть спортсмены, которые их употребляют. И, как правило, ну, скорее всего, это уже большие мышечные категории, гласно, негласно, да, ну, это в этом спорте, как и в других силовых видах спорта, я думаю, имеет место быть. Я могу говорить конкретно за себя, то есть про построение формы. Я никакие гормональные препараты, ну, не использовала, свидетельство тому трое детей, да, моих. Это просто труд, система, то есть это вот шаг за шагом. И хорошая форма, то есть на самом деле невозможно получить форму за год, за 2. То есть вот 11 лет я занимаюсь, и с каждым годом форма все лучше, лучше и лучше. То есть ты становишься, ну, если прям буквально тверже, да, мышечное волокно, ты становишься качественнее, ты уже знаешь, как твое тело будет реагировать на те или иные вещи. И да, вот, чаще всего это как минимум несколько лет труда упорного, прежде чем вот будет прям та самая форма, которую мы любим на обложках журналов, да, там смотреть, да, «Спортивный мир» или что-то. Вот. Форма, построение формы, вот вы говорите, 11 лет тренировок, с какой систематичностью? Каждый день? Если это не подготовка, это просто, ну вот, были периоды, да, когда я сидела дома с детками, и, естественно, не было возможности так интенсивно и так много тренироваться. Но в моем случае это были 3-4 силовые тренировки в неделю, примерно по 1,5 часа. Да, ну это, скажем, для поддержания презентабельного вида. Подготовка — это другая история. Ну, на данной подготовке это фактически в течение года. Это 5 силовых тренировок в неделю, 1,5, 2, 2,5 часа, 5 кардио-тренировок и тренировки по позированию. Ну, там их, конечно, уже меньше, там как удается. Хотя вот это вот минус, над которым надо работать в этом плане, да. Потому что на самом деле позирование на сцене
Да легче 10 тренировок подряд в зале отпахать, Почему? чем то, как ты выходишь. Потому что спортсмен выходит на сцену, скажем, на самом деле он себя физически, ну, большинство не очень хорошо чувствует. Потому что мы начинаем перед соревнованиями, у нас снижается количество пищи, у нас снижается количество воды. Как правило, в день соревнований ты пьешь буквально несколько глотков этой воды, да, для того, чтобы показать это качество. Вот, то есть, ну, в целом уже ты на пик вышел, уже устал, потому что позади, скажем, год, например, такого труда. А в случае за девушек, женщин, мы стоим на таких шпильках, да? И тебе нужно как бы в определенной позе, скажем, здесь должно быть стянуто, здесь напряжено, да, и при этом, то есть тело должно быть напряжено, максимально прожато, да, чтобы эти мышцы правильно выделялись, сепарировались, а на лице должно быть радость, все чудесно, радость, да, и расслабление. То есть ты визуально не должен показывать, как тебе тяжело. Плюс все спортсмены тоже люди, имеется психоэмоциональная составляющая. Да. То есть, да, ну, не у всех есть опыт выступления на сцене, кто-то выходит впервые. Я, например, в этом году выходила не впервые, но я выходила в жутком стрессе. То есть это моя особенность, я легко общаюсь с людьми, я не стесняюсь, если в жизни своего тела, но вот сцена у меня вызывает ступор, и ты и тут, да, преодолеваешь себя. Вот, и я скажу, что, допустим, ну, после вот соревнований этих на Гран-при Саха, болело все тело так, вот от выходов на сцену, как будто я одновременно все группы мышц просто уничтожила в тренажерном зале, и плюс еще и спина, и поясница, то есть вот настолько ты в состоянии, напряжения, да, напряжения находишься. Ничего Поэтому себе. это тоже такая, на самом деле, нелегкая часть. На что еще хватает вообще? Вот спорт — это большая часть жизни. Понятно, что работа. Да, детский стоматолог. Вы ведь никуда не собираетесь уходить из профессии, я надеюсь. Из профессии не собираюсь. Да, отлично. На что еще хватает жизни? Ну, если это сезон подготовки, то это так и есть. Это собственные дети, да, потому что они не должны страдать, ну и получать должное количество все равно внимания, да, от мамы. Это работа, и дети, которые чужие, дети на работе, но они уже на самом деле многие свои, потому что по много лет, да, мы с ними работаем. И, да, тренажерный зал, по минимуму это встречи с друзьями, какое-то общение, по минимуму это социальная какая-то бытовая жизнь. Но да, лично у меня это уходит многие аспекты на второй план. Если, наверное, спортсмен не обременен там детьми, семьей, тут маленечко попроще, ну, проще со свободным временем. Я думаю, что проще, конечно. Да, а мне все равно, мне нужно там в определенное время прийти в садик, забрать, накормить, покупать, приласкать, поиграть. Расскажите о детях, пожалуйста. Сколько им лет? Чем они занимаются? Сын Данил, ему 15 лет, он в данный момент заканчивает 9 класс. Будем думать, куда поступать. И доченьки мои маленькие, средняя дочь Мария исполнится в конце мая 5 лет. Стефания младшая, ей 3 года, 3 месяца. Малышка. Да, они еще совсем малышки, но они у меня, естественно, ходят в садик, но все уже рвутся. Сын занимается в тренажерном зале. Мы ждали, он очень ждал с нетерпением 14 лет. С 14 только можно? Ну, можно на самом деле аккуратно и раньше. Это, скажем, было мое условие как врача и спортсмена и мамы. То есть, чтобы он хотя бы чуть-чуть был уже сформирован, да, его основа. Как раз это у мальчиков очень удачно накладывается на гормональную перестройку, да, если на этом фоне ребенка, ну, ребенок приходит в зал, у него результаты идут, и, ну, вот, чтобы он, самое главное, не навредил себе. Потому что если не сформировавшийся организм, растущий, он придет и начнет непомерно пытаться брать на себя нагрузки, да, у нас позвоночник, там кости, еще все это формируется. В общем, я попросила его подождать этого момента, пришел он у меня в зал, я его не сама тренировала, я наняла, ну, как бы у нас был тренер, потому что это тоже должно быть разграничено, да, авторитет тренера и мамы.
Он где-то около полугода занимался с тренером и как бы потом благополучно уже сейчас тренируется сам. Сам. Еще ж плюсом, что сработало, у наших подростков же у всех есть проблемы с ну, как бы с едой. Да, то есть у нас большинство детей плохо питается, фастфуд и прочее. Чудо произошло в плане, мы стали есть все четко, правильно, в нужных нормах. И я потом замучилась: мама, а где мясо? Да, мама, где курица? Вот, и как бы, и девчонки, то есть, что бы мы детям ни говорили, мы, безусловно, пример то, что мы делаем в жизни. Однозначно. И девчонки, несмотря на то, что такие маленькие, все, это, мама, возьми уже, ну возьми уже нас в зал. Хотят в зал? Они хотят, рвутся, да. Ну и плюс они, когда видят эти купальники соревновательные, там они же такие блестящие. это же просто, да, все усыпано стразами и прочее. Мама, ты русалочка, ты принцесса. Вот, я один раз прихожу, у меня туфли сценические, там полкаблука нет. Потому что пока меня не было, они решили попозировать. Поэтому, да. А они тоже у меня все рвутся в спорт. Я говорю, ну вам еще маленечко тут подрасти надо. Ну какая у вас семья будет интересная, когда подрастут эти красавицы. Очень, очень. А вот я хотела спросить, а возраст имеет значение для этого спорта? Безусловно. То есть до какого возраста безусловно. можно тренироваться? Ну, то есть, скажем, если по регламенту возрастных границ нету, ну, даже за границей выходят и 80 лет спортсмены. Это есть отдельная категория. А для женщины скорее это возраст до того момента, как не начинаются уже гормональные возрастные, да, изменения, пока наша гормональная система работает и может это все поддерживать. И в целом, конечно, чем спортсменка моложе, ну, никто же не отменял, да, эстетику лица, эстетику молодого тела. Скажем, при изначальной генетике одинаковой, там, девушки 20 лет и девушки 40 лет, если они генетически плюс-минус одаренные одинаково, если они себя презентуют, все равно в приоритете, естественно, будет более молодая, потому что и она выигрышнее смотрится, у нее есть потенциал в дальнейшем и еще, скажем, долголетие в этом спорте. Ну, нельзя же так просто вот до 55 лет спортсменка в прекрасной форме, в соревновательной, участвует и так далее. А в 55, типа, все, иди, пожалуйста, в группу здоровья. Куда уходят? Да, в пансионат, пожалуйста, ЛФК. Нет, это, во-первых, принимает решение сам спортсмен. Да, ну вот просто, может быть, вы знаете какие-то такие истории из опыта коллег, что потом, куда, чем заменяют эту активность? Как правило, такие люди от активности не уходят, они могут просто отказаться, да, ну, от выхода на сцену, потому что это все-таки повышенный уровень активности. Все остаются в спорте. Все остаются в спорте, то есть у меня достаточно широкий круг общения. И моя чудесная подруга Наталья Сарай, да, она является руководителем клуба «Фитстудио», в котором я занимаюсь. И она тренер. Она прекрасный тренер и вообще женщина, которая владеет многими профессиями в этой жизни. Ну, то есть вот на данный момент, да, она в 47 лет, да, у нас с ней 10 лет разница. Она находится в шикарнейшей физической форме, она полна сил, здоровья, энергии, потому что спорт, да, до сих пор ей дает это. И она на уже своих подопечных, скажем, ну, вот, реализует, да, какие-то задачи, помогает им стать лучше. И много у нас тренеров, которые, ну, вот у нас есть тренер, которому 60+. И даже, ну, есть как бы просто спортсмены, которые в тяжелых видах силовых спорта, и многим там 40-50, и они еще очень даже, ну, скажем, дадут фору многим молодым людям. Ну и отлично. Сейчас мы полетим на чемпионат Дальнего Востока, который будет во Владивостоке проходить 12 апреля. Буду выступать там. И далее это Siberian Power Show. Это чемпионат, как бы приравнивается как, ну, как бы чемпионату России, где выступают вот сильнейшие спортсмены, где целый, скажем, ну как это, как проект, да, там около силовые виды спорта.
Там спортсмены получают про-карту. Про-карта — это карта, да, которая дает тебе право выступать на международных уже соревнованиях, но как бы мне до этого еще, безусловно, далеко. Возможно, я рассмотрю переход в другую уже категорию. В да. какую? Как вариант я рассматриваю в дальнейшем перейти в категорию, которая называется wellness-фитнес, где развитые ноги и ягодицы. Да, то есть по такому более женскому типу, но там больше мышечной массы. Потому что вот задача, например, на этой подготовке, какая у меня была, я очень сильно ужимала свои параметры. То есть ноги, ягодицы — это минус 10 сантиметров для того, чтобы соответствовать критериям категории и достойно, да, выглядеть на сцене. Но это тоже не так легко, потому что, например, у меня тело, оно очень способно, мышечное волокно очень хорошо растет. Поэтому я задумываюсь о том, что, возможно, уже куда-то в другое русло энергию свою направлю. Ну, как интересно. Но это же рост, рост, рост. А если не только в спорте, а в жизни, то тогда какие? В жизни, безусловно, как врач, то есть развиваться, и у меня запланировано в будущем несколько обучений для того, чтобы свой дальше профессиональный уровень получать. Задумываюсь о получении все-таки диплома тренера, но не для, скажем, массовой работы, да. Мне интересно брать 2-3 девочек. И вести их, наверное. Вот как, не знаю, как коуч, да, то есть со всех сторон. То есть чтобы человек в результате получил ту физическую форму, которую он хочет, где-то получил нужные знания, где-то, может быть, даже свою нервную систему стабилизировал. Мне хочется еще вот так вот работать с людьми. Да, и детки мои, конечно же, потому что как можно больше им дать своего внимания, любви и возможностей в этой жизни. Такие пока планы. Я от всей души желаю, чтобы ваши планы реализовались. Спасибо. Мы будем смотреть на вас, вдохновляться и, может быть, хотя бы чуть-чуть подтягивать свою мотивацию, чтобы вот так же истово чем-то увлечься и также прекрасно выглядеть. Как Спасибо вы. большое. Спасибо, Дарья Николаевна. Нет.